Приветствую, друзья! Петр Цепандин, программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. И, как обычно, мы в ресторане «Мусхая», в гастростудии уютной нашей. В гостях у Семена Тарбахова. Здравствуйте. Приветствую, Семен. И к нам в гости сегодня пришел Никита Иванович Тананаев, ведущий, Добрый день. научный сотрудник Института межзлатоведения и еще университета, который я когда-то закончил, ЯГУ, который сейчас называется Северо-Восточный федеральный университет. Все правильно. Добрый день, Никита Здравствуйте, Иванович. здравствуйте. Да, спасибо, что вы согласились принять участие в нашей передаче, привнести что-то такое. Я уже до передачи, как вы мне сказали, я так подумал, ну ничего себе, люди-то, оказывается, могут до чего как бы это дойти и о чем подумать. Да. С чем вы к нам сегодня пришли? Расскажите немножко об этом. Да, Что будем делать? Во-первых, спасибо за приглашение. Очень приятно. Я прям Спасибо вам. яркие эмоции испытал, когда получил ваше приглашение. Было очень приятно. Так. Потому что кухня и приготовление еды – это для меня очень важный процесс. Так. Вот. И пришел я к вам сегодня с рецептом, который называется «Яйца Бенедикт». Ага. Это прекрасное блюдо для позднего завтрака либо бранча. Так называемого. Ну, так называемого, да. Поздний и сытный завтрак. Поэтому мы будем делать яйца Бенедикт, или иначе яйцо пашот в соусе оландес. Это что-то навеяно Франции, да, по-моему? Ну, оландес уже по названию, Оландес. значит, это голландский соус, Ага. вот, но распространение получил через Бельгию, да, в северных районах Франции. Это яйцо типично для севера Франции. Это вот. Почему выбор именно пал на это блюдо? Рациональность просто по времени приготовления, эстетичности финального продукта и опыту. Я То есть неоднократно его до этого уже готовил. То есть тренировались, репетировали? Ну, не прямо репетировал, но несколько раз готовил. Хорошо. да. Сколько времени занимает примерно это? Ну, мы управим все ровно, потому что Управим тут всё надо ровно, да. Ну, то сделать, то сделать, то сделать. Ну, Да. мелочей много. мелочей много. Полчаса это, плюс-минус. да, так. Ну, за разговором. Ну и как за раз. разговорами тогда делаем. Ну, давайте приступать. И пока приступаем вместе, может быть, я чем-то тоже сам помогу, да. Расскажите немножко сразу о себе. Откуда родом вообще, вот немножко биографии коснитесь. Так. Мы приступим. И можете параллельно объяснять, Да, что вы делаете. Мы начнем, наверное, с того, что растопим масло. Нам нужно масло, потому что в основе соуса оландес у нас масло и яичные желтки. Так, растопим как Вот. Отделить нужно Нет, я думаю, что растопить его можно просто на Сковородке? медленном огне, на сковородке, или прямо в этой же миске, вполне возможно. Да, надо Но тогда лучше на сковородочке. включаем. Да, нам нужен будет небольшой Огонь, да, я огонь. еле-еле. Это электрическая, она быстро нагревается. Да, хорошо. Теперь к вопросу о том, откуда я появился на якутской земле, да, я родом Да. из Москвы. Да, как вы уже говорили, до передачи вы сказали, да. И как вы здесь оказались? Ну, как все в то время тут оказывались на самолете. Искал профессионального развития в первую очередь, да, близости к объекту исследования. Изучал тогда реки в мерзлоте. Моя такая студенческая и постстуденческая тема. Нет, вы немножко забежали вперед, издалека. Ну, то есть, допустим, вы родились в Москве, вы мальчик, пошли, скорее всего, в школу, закончили. И когда уже заканчивали, уже решали для себя, что вы станете ученым, или как? Да, мне мама рассказывала, что когда в 4 года в детском саду меня спросили, кем ты хочешь быть, ну, как обычно все дети там хотят, кто космонавтом, кто Да, мой сын сказал в садике, я хочу стать динозавром, да. Кем ты станешь, когда вырастешь? Он говорит, я стану динозавром. Достойно. Да, а вы? Вот, а я академиком. Академиком. То есть уже тогда уже Ну, знали. было 4 года. В семье об этом много разговоров было, поскольку семья сама научная по себе. Ну то есть, скорее всего, это влияние, да, тогда? Я думаю, что в первую очередь это. Так, и это можно будет отложить. Вот. И параллельно мы отцедим сейчас Так, возьмите вот салфеточку. белок от желтка. Можно нож протереть, наверное. Так. Вот. И сложно было выбирать между другими вариантами карьеры, когда в 5-м поколении ты ученый. Все ученые. Как бы. Не до выбора. Уже Да. все предрешено было, да? Так, сейчас мы оставим только желток.
Так. Мгм. Масло у нас растапливается Да, но оно должно хорошо растопиться. полностью. Да, полностью. Хорошо. Так, ну, еще вот, А вот под вами сразу мусор отлично. кидайте. Так, и Что-то еще, да? желток мы сохраним, наверное, в отдельную какую-нибудь плошечку. То есть можно стеклянную, там, это не важно. Ну, вот возьмите вот это. Вот. И да, и в университете. Я, честно говоря, мне сложно сказать, я не могу объяснить, я просто не помню. И не помню, откуда растет вот этот интерес, но на втором курсе. Не, как- подождите, а как вы выбрали направление? Ну вот, я об этом и Да-да-да. говорю. На втором курсе, когда нас целенаправленно опрашивали, да, и спрашивали, ну, вот вы пришли на кафедру гидрологии, да, чем вы хотите заниматься? Так. Вот. Ну и, честно, ко второму курсу мало кто ориентируется в науке. Да, у нас была полевая практика, мы, в принципе, попробовали себя в разных роях. Там сам ездили, да? Ага. Вот. Да, ну у нас есть учебный полигон в Подмосковье. Вот. И мы, в принципе, да, сами все своими руками, значит, тестировали. Вот. Но, конечно, поскольку мерзлоты там нет, нам никто не говорил, что это такое, что оно вообще есть, как оно выглядит. Вот. И на втором курсе уже я пришел и говорю, вот я хочу изучать реки в вечной мерзлоте. Окей, сказал научный руководитель, ты такой Окей. первый за 40 лет. У нас давно таких не было. А. Вот. Интересно. И да, вот так это случилось. Так, все, это нам Это не нужно, давайте. уже не нужно. Да, я буду это убирать потихоньку. Нам будут нужны только желточки. Как раз на медленном огне, на среднем, на У вас таком. еще и прибор свой, венчик свой принесли. Да, счастливый венчик, конечно, а как же. Вот. Ну и также мы добавим немножко соли, Соли. И перца. Ну, это мы сделаем сюда. И вот перец. Ну, прекрасно. Идет? Да, потихоньку. Должно Ага. идти. И вот здесь перец сложить. Все, прекрасно. Вот. Поэтому я не могу сказать, как выбор этой темы произошел. Вот просто так было интересно мне. По наитию. Ага, ну вот, смотрите, уже ничего не осталось. Главное не перегреть. Вот можно даже сделать Оно не немножко должно закипать. А, ну тогда пониже. поменьше. Вот, да, я Можно возьму троечку даже поставить. Оно должно быть Просто в том достаточно состоянии вот так горячим. оставаться, да? Да, и оно должно быть вот таким вот жидким. И это как раз хороший момент для того, чтобы влить его сюда. Вот в такой последовательности, да? Масло вливаем в желтки. Вот. И начинаем аккуратно взбивать. Вот. Это взбивание, но это только начальный его этап. Значит, и в данном случае весь интерес в том, чтобы после того, как оно взбито все, да, периодически его подогревать. Вот, и продолжать взбивать какое-то время. Ну, это несколько минут, ну, да, минут, Ну, продолжайте, да, продолжайте. минут 5 где-то. Ну вот, закончили, допустим, университет. Вы определились уже с направлением, сами того не зная. Гидрологию рек, Северных рек. да. северных рек. И после этого логично совершенно случилась моя первая полевая практика. В 2002 году я поехал в Якутию первый раз. Мгм. Вот, Ну, относительно недавно, получается. 20 лет назад. ну, да, в этом году будет ровно 20 лет. Вы, наверное, еще летели часов 7-8. Да, тогда На тушке, да? это был Ту-154, да. Это вообще путешествие в другой мир. Вот, поскольку кроме Москвы я ничего не видел, Мгм. как бы до этого особо. Ну, мы путешествовали там, но это было все, Рядом. все не то, да, все Ага. рядом. И тут Якутия сразу. Да, и тут Якутия. Ну, вот, А кстати, знали до этого о Якутии? Поверхностно. Да. Так, примерно, там книжки, конечно. Что холодно, что медведи ходят по Ну улице? да, это то, что все знают. Да, что-то все знают, Мгм. да. Ага. А что удивило? Река, потому что мы прилетели, мы сразу с самолета попали на реку Мгм. и уехали. Вся наша работа происходила на реке, мы исследовали глубины на реке, мы делали съемки Мгм. глубин. Вот.
Да, значит, и именно это меня и впечатлило в первую очередь. То есть это огромная река. Масштабы. Да, да, да. То есть какое количество воды. Мы работали в центральной России, там ну, маленькие речки, такие небольшие. Волга какая-то, да? Нет, даже, Шутка. даже не Волга, нет, тут Якутию, Да я прикалываюсь, нет, нет. Якутию, конечно, не сравнить. С полноводьем, ну да, да, у нас одна из самых таких считается же вообще. По площади, по всем характеристикам основным в тройке. Это вот Енисей, Лена и Обь, самые крупные реки. И Лена нигде не первая, но либо вторая, либо третья. Все равно огромная река. Так, ну ладно, это может пока постоять. Я думаю, она может схватиться потом. Вот. И еще немножко его разогреем. Попробуем сделать пашот. Хорошо. И для этого нам понадобится кастрюлька с водой. Тут мы можем... На пашот, да? Да. Так, ну я ее, вот это же, наверное, будет. Посильнее это уже. Да, я уже включил, да, ну можно. Не, так. давай девятку уже. Воду нагреть. Вот. Этот соус очень важно не перегреть, потому что иначе вот он плохо схватывается и начинает хлопьями такими расползаться. Ну сейчас нет, да, все не так плохо на самом деле. Но соус голландез, почему этот рецепт сложен? Он сложен из-за этого именно. Из-за соуса. Сделать пашот легко, ну, как бы сравнительно, да? Достаточно. Да, вполне, более чем. Сделать соус нетривиально. Так. А там тоже надо погреть? Ну, я хочу все-таки, чтобы он хотя бы на единичке, да, давайте чуть-чуть стоял, грелся. Тепленькая Да, стала. я его периодически, ну, многие, кого я видел, профессионалы этого кулинарного дела, да, они делают на горячей плите, они быстро нагревают, быстро снимают и начинают вымешивать. Вот. Один вариант. Второй вариант — это просто вот его так вот оставить. Какое-то время он должен как бы вымешиваться и гомогенизироваться. Но главное не перегреть. Итак, первый раз были в Якутии 20 лет, а потом все-таки... А потом каждый год приезжал. Потом То есть приезжал. практика. Именно да, летом или зимой тоже? Зимой, не зимой, это было в ноябре. Это вот самое такое как бы зимнее, да, что я был. Когда уже лед становился уже. Это был 2008 год, то есть очень не сразу. До этого каждый год мы приезжали только на навигации. Вот. Работа была одна и та же. Значит, мы собирали материалы, делали вот эти промеры глубин, отдавали их сразу путейцам, чтобы они, значит, прокладывали свои судовые ходы. И вот это было наше основное занятие фактически там с мая по сентябрь, по октябрь. Ну, то есть вы ездили с путейцами, получается? Ну, мы как бы автономно, но работали с ними вплотную, да. Ага. С Аликом? Нет, я На не- Лене только, да, получается? У нас же очень много рек. Мы работали на Лене, мы работали на Колыме в Зырянке, например, когда там смыло берег и школа разрушилась. Была такая история начала 2000-х годов. Мы ездили туда делать изыскания. Был 2005 год. Потом уже, когда я переехал в Якутск, А почему вы переехали? Опять же, ближе к... ну, кстати, между прочим, когда я переехал в Якутск, я ведь не пошел работать сразу в Институт международоведения, я пошел работать в управлении водных путей. Вот это здание на Дзержинского, где основные этажи это ЛОРП, но ЛОРП это перевозчики, Так. а один из этажей там как раз занимали путейцы. Вот. И туда я и пришел в отдел научно-технического обеспечения. И вот научно-технически обеспечивал. Навигацию. Навигацию, да. Навигацию. А потом? Вот. А потом прошел год, и меня сманили все-таки коллеги из Института международоведения, говорят, ну что ты, такой специалист пропадает с кандидатским дипломом, сидишь в путейцах. А, вы значит. уже защитившись. Я к тому времени уже защитился, да. У меня была кандидатская как раз по Лене, по тем материалам, которые, в частности, я собирал вот за
За эти, время за полевых эти- практик. за эти долгие годы, Да, да? да. А. Так, ну то есть получается вы переехали, чтобы ваша работа была, вот, ну скажем, вот рядом. Ну, был прямой интерес пожить в непосредственной близости от того объекта, который мы изучаем. Работа мне, в принципе, нравилась. Река меня полностью, конечно, поглотила, скажем так, Лену. Я имею в виду Лену в первую очередь. Ну и, как французы говорят, par extension, то есть, как бы, в расширительном, что ли, смысле, вся Якутия вслед за ней. Вот. Конечно, мы проехали по Лене очень много. Самая верхняя точка, где я был лично сам, это Симск. А самая нижняя, это между Сангарами и Жиганском, там на севере. Вот. Это все не за один год, это последовательно, несколько лет. На каких-то участках мы работали постоянно, да, то есть там, несколько лет, на какие-то заезжали один раз. Я помню, вот как раз 2002 год, мы посмотрели все, мы посмотрели столбы ленские. Чуть вверх поднялись. Да, это был отдельный как бы выезд был. Вот. На устье Алдана мы простояли много времени. Это для городского жителя, каким я был на тот момент, очень такой специальный опыт, особый. Как говорят, отвал башки, да? Абсолютно, абсолютно. Значит, другая жизнь, другой мир. И, окей, почему бы не попробовать себя в этом мире? Все, и в какой-то момент собрался, переехал. Вот сначала в пароходство, да, потом в Институт межрелатоведения. Опять же, по научной части, да? Да. И в Институте межрелатоведения очень быстро, как будто экстрима было недостаточно, я переехал, постепенно. По идее, он должен быть такой тягучий, этот соус, как масло, прям, по идее. Дайте я посмотрю. Да, давайте. Как раз тут время пашотов. Закипает вода. Да, Мы закипает можем, вода. может, добавим еще одну. Желток, я думаю, можно один добавить, Да, да? Да, у давайте. меня тоже такая мысль. А вот он. Вот. Вам отделить. Держите. И ситечка. Ситечка. Вот. Готово есть. И еще одно яйцо. Будем делать шот. Для него также понадобится, это можно оставить, это давайте. пригодится А вот сейчас. Да, нормально. Скорлупку. И понадобится еще ложка или что-то, значит, Нет, чтобы там- размешать, или мешалка, чтобы помешать. Большая ложка? Прекрасно, отлично. Большая ложка. Да. Значит, потому что для пашота важный момент, вода должна быть горячей, идеально горячей, но она не должна кипеть. Поэтому Так, сейчас ну вот тогда можно снять с огня попробую. или Не-не-не, я просто понижу. на тройку поставить. Тройку. Да. Мгм. Мало опыта с индукционными этими панелями. А, это электрическая, но она такая, да. Ага. Вот. Ну и в данном случае, да, это вот это практически идеальная консистенция. Давай еще одно яйцо. Еще одно яйцо? О, Ничего страшного. супер. И тогда дойдет. Ага. Ну, да. Вопрос в размере желтка, возможно. Может быть, да. Тут может какие-то нестандартные яйца. Нет, все правильно. Тут надо адаптироваться в этом вся кулинария, надо адаптироваться Держи. Поможешь? к условиям. И теперь пошел пашот, да? Да, и теперь пошел пашот. Пошел. Есть разные варианты, как его делать. Кто-то прям так красиво вот об угол кастрюли и туда его. Я так не могу, не умею. И поэтому ситечка. И поэтому через ситечко.
Это позволяет также, ну, Осторожно. Ага. часто, когда пашот делается, там, вот лишняя вот эта жидкость, которая сейчас стекает, да, она образует такие неэстетичные хлопья в воде, а как раз откидывание носильщиков позволяет этого избежать. Вот. Ну и дальше нужна воронка. Сейчас мы ее создадим в кастрюльке. И туда в середину пойдет яйцо. Оп. Все. И ждем. И ждем. Вот. Конечно, от качества ингредиента многое зависит. Ну, идеально, если там прям чуть ли не из-под курицы его вылавливать. Ну, все же яйцо и все прочее, да? Да, но я думаю, в данном случае ну, то, что у нас есть, оно достаточно свежее тоже, поэтому все получится как надо. Вот. Ну и теперь, когда оно сформировано, так или иначе, не такое идеальное и красивое, конечно, может быть, как... Не, отлично, отлично. Вот, но в целом вот это вот такой пашот-пашот. И теперь 4-5 минут где-то примерно он будет формироваться и доходить. Ну, Свариваться. да. А здесь... мы- Вода нормально это, может быть, добавите? Нет, 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 все Это- нормально. это нормально, да? Все очень хорошо. Там, да, 80 градусов, отлично. А, не сильно. Нормально. Good. Вот. А здесь мы тогда можем обжарить хлеб, наверное. Как раз тут осталось масло, если что, я добавлю. Вот такая история. Но это еще не это такая середина. Это вот, это, мне кажется, это начало. Да, многое случилось после того, как Начало романа с Якутией. Да. я уехал из Якутии довольно быстро, после того, как перешел работать в Институт мирзлатоведения. Мне предложили стать начальником одного из филиалов института в Красноярском крае, на севере, в городе Игарка. Это за полярным кругом, недалеко от Норильска. Вот, и следующие 6 лет моей карьеры, они как раз с этим регионом были связаны, с этой территорией. Вот, и в Якутск я вернулся, ну я считаю, что я вернулся, да, только в 2017 году. И опять же Институт мирзлатоведения. Да, опять же, мирзлатоведение. Довольно много тем, которые мы затрагиваем, ну и я в частности, да, это касается прогноза наводнений, да, это касается моделирования мерзлоты, ну, имею в виду температуры. Мы используем математические модели, чтобы предсказать, как изменится наша мерзлота с изменениями климата. Но вообще, вот это все в связке такой существует, мерзлота, климат и реки. Это все какое-то такое единое общее, ну, поскольку я географ, географическое какое-то такое вот тело, да. Вот, поэтому очень сложно изучать одно и не обращать внимания на другое, не изучать другое. Ну, то есть факторы, которые накладывают друг на друга некое явление, получается. Да. Да, а смотрите, а вот, ну, допустим, наводнение, да, бывают же наводнения, которые реально серьезный урон наносят. А вы в контакте с кем работаете, например? Ну вот вы предсказываете, говорите, наводнение. Ну, это вот работа последних 2 лет, да, буквально. То есть она сравнительно недавно у меня зародилась, появилась вот эта тема. Да, поэтому как бы, ну, пока еще не удалось это так широко распространить, да, что ли, вот этот опыт. Но в основном это Росгидромет и некоторые главы наследов, которые заинтересованы просто в этих интересах. Ну, как бы, как таковой пока широкого взаимодействия у нас нет. Так, ага, здесь как раз. А пашот он вот один будет, да? Нет, его можно сделать еще, я и хочу его еще сделать. Просто настрою, я вот сейчас Да. скоро обед, думаю об этом. Так, Ага, вот он вышел. вот. Пашот. Ага, отлично, вот этот лежится. Так, пусть здесь лежит, отдыхает. Да, значит, сейчас слегка подогреем воду. Так, можно разогреть его немножко, я думаю. А, Семен? Да. Да, мне кажется, что это ему немножко поможет. Отлично, отлично, хорошая идея. Ну, шикарно. Шикардосина, как, Да, ну уж. как манная каша получилась. Или саламат по-якутски.
Да, ну тут консистенция может меняться, да, кто-то его делает чуть пожиже. Нагрели, хватит, ага. Вот. Ну, вот, нагрелось, Да. пожиже стало. Почему я говорю, что для него хороша водяная баня, это потому что масло как раз держится в таком жидком состоянии. Вот, и Это специально надо или ты играешь? тягучее. Я просто не знаю, поэтому задаю вопрос. Так, Можно я ну тоже что ж, когда хлеб поиграю? тоже у нас почти готов. Да, ну, сейчас Можно лайма добавить. Хлебцы поджариваются. хлебцы поджариваются, потом мы обжарим бекон и выложим на... А лайм мы добавим. А лайм мы добавим сюда, чуть-чуть буквально. Его достаточно. О, отлично. Значит, здесь у нас сейчас будет еще один пашот, а то для него нужно яйцо. Да, пожалуйста. Можно 3 даже. 3 пашота. 3 ашота. Или 3 пашота. У нас вот это сегодня день каламбуров. Ну вот, и интересовались, как конкретно происходит наша работа, да? Да, вот мне тоже очень интересно. Потому что всегда считается, что ученые, скажем так, люди не от мира сего. Вот, отлично. Это второй пашот наш будет. Да. На ваш взгляд, вот жизнь ученого, она отличается от обычной жизни человека? Или вообще, если классифицировать ваших коллег и вас? Все нормально, я думаю. Какая-то что может быть тут некая всё- экстравагантность, тут всё нет хорошо, мира да. сего, что-то там присущее, Нет, характеристики? как и все люди, ученые тоже очень разные. Ну понятно, Вот. вы особенно пытливые. Кому-то нравится работать с 9 до 6, кто-то пропадает на работе. Ага. То есть наука, как и все, это срез общества, и совершенно разные люди в нее приходят. Да, конечно, есть профессиональные качества, которые Без этого ученым никак. требуются. Да. Там это более критический подход, да, это попытка посмотреть на вопрос с разных сторон, больше вопросов, больше недоверия. На самом деле, с психологической точки зрения, ученые это очень сложная профессия. Само собой. Потому что нужно постоянно сомневаться и в себе, и в своих результатах, искать какую-то дополнительную проверку. И вот это сомнение в себе же и в своих же результатах, оно очень сложно. Да, боязнь ошибиться, Не боязнь ка- потерпеть неудачу. Не каждый, Да. с этим-то, может, многие сталкиваются, но вот конкретно, так, салфеточку, бумажную лучше, да? Вот. Конкретно с тем, что ты что-то сделал, насколько хорошо вот мы работаем с образцами воды, насколько хорошо эти образцы отобрали, всегда есть возможность где-то ошибиться, где-то что-то сделать не так, и это очень сложно. Вот, так, вот хлеб готов, Так, а это тоже куда-то а выложить? это мы выложим сейчас, да, на досточку, Не, давайте вот тарелочку. можно Пока так. тарелка, потом разложим, да? Да. Оп, оп. Чуть поменьше огонь. Да, я чуть-чуть убавил. Вот, так что, да, ученые, конечно, многим готовы жертвовать ради специальности своей, это правда. Оп. Может, сливочное масло? Личной жизнью, Я сейчас только да? добавил. Временем своим. Да, многие работают то, что мы называем ненормированно, да. Особенно это связано с экспедициями, да, это когда надо выезжать, когда нужно значительное время проводить далеко от цивилизации, от родных и друзей. Опять же, наука это много людей разных. Это 90 тысяч людей только в одной академии наук, а есть еще университеты. Вот, и разные, все разные. Вот. Но и в геологии, в частности, вот так. Так, надо ехать, работать в полях. Вот, отбирать эти образцы воды, копать шурфы. У нас была очень хорошая команда этим летом в поле, прекрасные ребята. Вот, каждый занимался своим делом, не надо было объяснять, что делать, все знали очень хорошо. Вот. Наш вопрос был примерно такой. Потепление климата – это реальность, это факт. Да, Вот, то, значит, что мы имеем сейчас. да, это то, что происходит уже последние лет 20. И, видимо, как мы ожидаем по прогнозам, будет происходить так. Сделаем еще одно, да, чтобы Да, никто не пожалуйста, ушел голодным. Чтобы по одному на брата. Да. Так, у нас тут Тут. надо, может, масло добавить. А я добавил только что.
Может, Вот оливковое? Ну, уже начали на таком. Ну, я убавил. Не знаю, почему-то в Европе это готовка на сливочном масле. Вот. Соответственно, для нас потепление климата меняет очень много, как мы живем на мерзлоте. Во многих местах, особенно, ну не во всех местах, но особенно в тех местах, где уже существуют для этого определенные условия, мерзлота начинает таять. И это видно в рельефе. Вот, вы как уроженец Центральной Якутии тоже можете для себя как бы это соотнести. Появляются термокарстовые озера, появляются провалы появляются. провалы, вот эти вот былары, так называемые. В Да? Верхоянске там, да, произошло. Ну, это самое яркое, конечно, Да. Батагайка, да. Ну и в Центральной Якутии этого тоже достаточно. Например, в Чуркинской Я знаю, да, в становится. нашем селе, там рядом там такие прямо на земле дыры появляются огромные. Вот. Промоины там Вот, появляются. вот. Соответственно, то есть были какие-то условия, ну, мне кажется, он идеально сейчас сформируется, прям идеально. Были какие-то условия, да, у нас есть потепление климата, меняется поверхность. Другие условия, не те, что были раньше. И что это значит для природы в целом, поскольку есть какие-то более глобальные последствия, да, и для территории в частности, ну, есть локальные последствия. Вот это мы изучали. Мы пришли на эти былары, на вот эти холмы. Вот. Там, где была плоская, это можно. Оп, и теперь у нас бекон. Нет, этого хватит, да? Да, тут все хорошо. Соответственно, то есть раньше земля там нагревалась одним образом, теперь другим. Вода раньше застаивалась на поверхности, теперь она стекает. Где-то наоборот, она не может стечь и застаивается на поверхности. Меняются условия. Вот наш вопрос был. И еще один момент – это парниковые газы. Тоже актуальный вопрос. Раньше… Один из факторов, да? Один из факторов, да. То есть, как только меняется поверхность, меняются и потоки парниковых газов. А они в том числе оказывают потом влияние на потепление климата. То есть они одна из его движущих сил. То есть слишком много факторов получается. Да, и все это нужно как бы в рамках одной экспедиции изучить. Вот у нас было 10 человек. Мы прекрасно провели время, мы изучали и почвы, то есть копали разрезы, смотрели, какие почвы, сколько углерода в них содержится, отбирали образцы воды на определение химического состава, и данные уже даже получили более-менее. Измеряли потоки парниковых газов. Так, видите, вы на это? Значит, во-первых, мы геологически, если посмотреть вот в большом масштабе, геологически мы живем в теплый период. Период межледниковья. Когда это был У нас ледниковый, сейчас были ледниковые периоды и межледниковье. То есть ледниковые периоды, очевидно, холодные, да, межледниковье теплые. И мы живем в межледниковье. То есть оно как бы изначально теплое по сравнению с другими периодами. Предыдущим периодом. Да. Но которые были еще давным-давно, когда мамонты ходили. 15 тысяч лет назад закончился последний ледниковый период. Примерно. Это доказано научно же, да? Да. У нас есть хорошие доказательства этому. Вот. Это первое, да, то, что мы живем просто в теплый период. Само по себе. Само по себе, да. Второе, тут много споров идет на этот счет. Кто-то считает, что это доказано. Это не надо. Это все уже, да. Кто-то считает, что это так, кто-то считает, что это не так. Но у нас довольно большое количество парниковых газов производим мы сами. Потребление ископаемого топлива. Вот. Там много разных факторов, да. Это и гонка вооружений, холодная война, соперничество между сверхдержавами. Конечно, промышленность развивалась. Достаточно. Достаточно. Сейчас. В принципе, так. Соус должны лайм добавить. Значит, в данном случае у нас готово все, чтобы собрать Наши ингредиенты. наши ингредиенты. Мы сделаем это, наверное, на досочках, которые заготовили. Красиво сервирануть, да?
Да, Да, пожалуйста. Я по одному могу вам подавать, а вы уже это. Сейчас, подожди. Подожди. Опс. Так. Вот, я выбрал именно лайм, а не лимон. И разница во вкусах и вот это вот Аромат. легкой пикантности такой, которая сюда очень хорошо идет, оттеняет. Потому что иначе соус может получиться, это же масло фактически, да? И получается жирный и такой однообразный для вкусовых рецепторов. А лайм его сильно разнообразит в лучшую сторону. Ну что ж, соус есть? Яйца есть? Так, отлично. Ну тогда соберем. Да. Соберем красоту, да, сделаем подачу. Хлеб. Так, Ложка? Ложку надо? у нас есть хлеб, сюда я предлагаю сверху выложить вот так вот бекон. На него, А я предлагаю выключить. это прекрасное предложение, значит, на него попадет вот так вот пашот. Так. Вот. Ашот. И здесь сверху Ашот пошел, ашот пришел. И соус. и будет соус. Вот, может быть, не так красиво, как это выглядит в ресторанных подачах, ну тут главное. Вот. И к нему можно Помидорки, да? да, выложить салат, помидорки. Мгм. Помидорки, зелень, может быть, да? Здесь мы отдельно оформим. Так, а можно сполоснуть? Сполоснуть. А давайте все дайте мне, Да, я да, да, сполосну. да. Спасибо большое. Вот так. Это убрать. Да, трудоемкий процесс, да? Да, ну мы его заболтали. Но я говорю, полчаса примерно на приготовление. Сама-то у нас получается. Да, мы сейчас по времени очень удачно. Но потом, конечно, вечером, но на следующий день люди уже могут прямо рваться к плите Чтобы и, такое повторить. Пробовать этот рецепт. Да, почему бы и нет. Начнем. Никита Иванович, вот, например, у всех же бывают какие-то такие, да, учителя, гуру некоторые, да? Ну, например, среди ученых, ну, географ, ну, может быть, самый известный в мире Индиана Джонс. Авантюрист. Авантюрист, да, но он же ученый, Он преподает, ученый, да, он безусловно. ученый и сам ходит, там, авантюрист, что-то ищет. У вас есть нечто такое? В научном мире? Из реальных людей? Нет, у меня, конечно, был мой учитель университетский, да, который, безусловно, был и остается моим кумиром, мой университетский профессор Роман Сергеевич Чалов. Но из таких вот медийных, наверное, нет, но их на самом деле было много. И, я читал их мемуары, это первооткрыватели Арктики, покорители вот этих вот северных пустошей. Амундсен, да? Или южных, например, да, это и Делонг, и Шеклтон, и наш и Папанин, там Отто Шмидт, ну, Ушаков, тут же разные люди, которые работали в Арктике, они все достойны уважения и молодцы, и каждый из них по-своему в свое время и до сих пор, значит, продолжает меня вдохновлять. Ну что ж, как раз у нас получается 3 на камеру. Видно все? Пробуем. Да, давайте попробуем. Каждый по дощечке. Все, прошу вас. Горячий. Ай-яй-яй, Горячий. да, действительно горячая. А, она же стояла на этой, Да. осторожно, горячая. Давайте вооружимся вилочками. Нож у нас есть, Да, держите. спасибо. Мгм.
Это получается какой-то такой сэндвич. Да, 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 и часто его делают на сэндвичной булочке. Так, ну, Ну что, пашот должен течь, нет гарантии, что он вытечет. Вот у меня, например, лишь немного. Так, давайте-ка я тоже порежу себе. Вот, прекрасно. Так, он должен вытечь, да? Ну вот он, Да, собственно, и да, вытек. да, да. Отлично. Собственно, и вытек. Ну а что? Пробуем. Пробуем. М. за завтра. Ну, во-первых, действительно очень красиво. Да? Вот на деревянных дощечках все так выложили. Я успел сфотографировать, ребята успели на камеру сидеть. Мы потихоньку, ребят, закругляемся. Никита Иванович, спасибо вам большое. Спасибо Пока вам. не забыл сказать, что были сегодня гостем, да, интересную беседу за вашу работу, что вы объясняли, рассказывали, да. Ну и, скажем так, я хочу вам представить слово, вот, пожалуйста, на эту камеру. Пожелания телезрителям. Традиционно, да. Так, ну, еще раз, во-первых, спасибо за приглашение вам, Вам за возможность себя проявить, за оценку. Я рад, что вам понравилось. Да. Это очень приятно. А мои пожелания телезрителям, значит, что я хочу сказать, конечно, в первую очередь всем спокойствия и мира. И очень важно, поскольку мы на кулинарной передаче, да, я хочу сказать, то время, которое вы проводите за преобразованием сырого продукта вот в красивое блюдо, это никогда не будет время, потраченное даром. Вот. Это одна из лучших психотерапий, которые я знаю. Ух ты. Это процесс приготовления пищи. Он дает быстрый результат. Вы наслаждаетесь и процессом, и результатом, собственно. То, что вы сделали своими руками. Вот, поэтому вот такую красоту, да? не жалейте времени. В интернете много рецептов, видеоуроков. Продукты доступны, тем более мы живем в Якутии, тут грех жаловаться на отсутствие продуктов. Свежайших. Творите, создавайте своими руками красоту из доступных ингредиентов. Вот, мое пожелание такое. Ну все, спасибо вам еще раз. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Да. Также. Так, А я Петр Цепанин. На этом потихоньку заканчиваем. Гастростудия ресторана Мусхая. Программа «Просто вкусно». Будьте здоровы, друзья. Питайтесь правильно и мирного неба над головой. А мы, что, ребят, нам надо доесть. мы доедим. А мы доедаем. Очень вкусно. Микс салатов сюда очень хорошо подошел тоже. Мне каждое утро без вот такой, ну не пашот, правда, без яиц не проходит.